Это «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. В этом году одному из старейших музеев на северо-востоке России, Национальному художественному музею Якутии, исполняется 95 лет со дня основания. Все крупные выставочные и просветительские проекты музея этого года посвящены знаменательной дате. Одной из них – Дни Эрмитажа в Якутии. Об этом мы сегодня и поговорим. У нас в студии гостья Влада Тимофеева, генеральный директор Национального художественного музея Республики Саха-Якутия. Влада Владиславовна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте начнем с того, про выставку Эрмитажа. Что это будет за культурное событие в жизни нашего региона и чем оно знаменательно? Да, впервые Государственный Эрмитаж привозит свои экспонаты в Якутию. Это довольно отдаленный регион. Конечно, это большой низкий поклон Государственному Эрмитажу за то, что они согласились сделать такой большой подарок для всех нас, жителей Якутии, привести выставку, и не просто выставку, а целый комплекс мероприятий под названием «Дни Эрмитажа в Республике Саха-Якутия». Прилетает 9 специалистов, все они будут читать лекции, семинары, проводить мастер-классы для жителей и для музейного сообщества нашей республики. Ну, Эрмитаж, безусловно, богатейший музей нашей страны. Я не ошибусь, если скажу, что, наверное, и мира. В чем уникальность выставки «Часы и эпоха» из собрания Государственного Эрмитажа? Да, концепция выставки оригинальная и очень необычная, потому что в этом году, вы сказали, 95 лет нашему музею, а музеи часто называют хранителем времени. Поэтому мы называем нашу выставку «Часы и эпоха». Что такое часы? Часы, с одной стороны, прибор, который измеряет время, который хранит это время и показывает это время. И мы показываем уникальную эпоху, связанную с реформами Петра I и его последователями, которые проводили государственную политику, очень четкую в области развития академической науки и академического искусства. Ну, если не секрет, давайте приоткроем завесу тайны, что везут нам из северной столицы, какие экспонаты. Да, это все подлинные произведения искусства XVIII века. Ну и я уже сказала, да, что основным экспонатом будут уникальные сферические солнечные часы, которые были исполнены в 1734-35 годах. Кстати, они до сих пор функционируют, и в любой точке мира, благодаря меридианам, которые там расположены в шкале, можно измерить и время, то или иное время в той или иной полосе, где мы находимся. Вот. Ну и мы, конечно, стали обращаться к таким ассоциациям. Что такое Эрмитаж для всех нас? Это такой негласный символ Петербурга. И мы привозим огромное полотно. Это панорама Петербурга XVIII века, эпохи Екатерины II. Кстати, портрет Екатерины II тоже будет. Это тоже подлинное произведение. Мы привозим небольшую галерею, начиная с Петра I, императоров, императриц XVIII века, которые продолжили вот эту линию Петра I в государственной политике. Ну вот вы отметили, что везем оригиналы. Как транспортировать подобного характера объекты искусства в наш регион? Да, одна из самых сложных задач перед музеями, перед Эрмитажем государственным и перед нами – это транспортная логистика, тем более из Санкт-Петербурга. А везем достаточно объемные произведения с историческими рамами, и нам пришлось наземным путем с сопровождением вооруженной охраны везти из Петербурга до Москвы, а из Москвы, так как уже грузовые люки самолетов позволяют вместить вот эти крупные, большие габаритные предметы в самолет, мы уже авиатранспортом доставляем до Якутска, и опять вооруженная охрана довозит до музея. Влада Владиславовна, я думаю, говорить о том, что эта выставка значит для любителей искусства, для простых жителей, сегодня не стоит. Вот что дает подобного характера мероприятия самому музею? Но это большое событие позволяет нам еще и укрепить, так сказать, материальную базу музея, потому что нами застроен 3-й этаж, и будет там экспонироваться выставка Государственного Эрмитажа. Там создан специальный климат, специальные условия безопасности, и в дальнейшем понятно, что выставка будет здесь месяц, потом она уедет. Там мы сможем
показывать искусство Якутии. Давно мы мечтаем показывать именно якутское серебро, декоративно-прикладное искусство, которое хранится в запасниках нашего музея, но у нас не было возможности экспонировать, потому что для этих предметов необходимы особые условия как климатического характера, так и связанные с безопасностью. Мгм. То есть там даже на 3-м этаже теперь свой собственный климат. Да. Отлично. Вот программа самого проведения, она действительно насыщенная. Насколько я понимаю, будут же и мероприятия для музейных работников. Да, мы проводим отдельной программой семинар для всех музеев Якутии. Приезжают заместитель директора Государственного Эрмитажа Богданов Алексей Валентинович, который будет, собственно, вести семинар, будет проводить несколько лекций по безопасности музейных предметов. Сейчас это одна из самых острых и актуальных вопросов для всех музеев России. Также приезжают несколько реставраторов, кстати, реставраторов необычных, а именно связанных с органическими материалами. А все музеи Якутии имеют коллекции, связанные с бивнем мамонта, с другими органическими материалами. Да? Будут проведены мастер-классы, лекции, специально связанные с реставрацией, консервацией и сохранностью этих материалов, этих предметов. Мгм. Ну а вот что касается публичной программы, что она будет содержать помимо самой выставки? Очень обширная программа ждет жителей Якутии. Эрмитаж привозит с собой даже VR-кинотеатр. То есть посетители смогут увидеть с помощью шлема виртуальной реальности знаменитые интерьеры Эрмитажа, будут виртуальные очки, и там прогулка будет с Константином Хабенским. Помимо этого, в фойе 2-го этажа, кто был в нашем музее, знает прекрасно это место, будут проводиться лекции специалистами Эрмитажа, посвященные как самому комплексу музейному Эрмитаж, а это несколько знаменитых дворцов, прекрасные интерьеры, так и живописные коллекции Эрмитажа, начиная с старых мастеров, заканчивая современным искусством. Это то есть такая уже выставка и вообще мероприятие на стыке прошлого и будущего, и уже и IT-технологии сюда Да, включают. Дни Эрмитажа это событийное мероприятие, оно посвящено Эрмитажу как музею глобальному, где есть и западноевропейская живопись, где есть импрессионисты, и знаменитые парадные, связанные с историей Зимнего дворца. Мгм. Ладно, Владиславовна, вот у нас регулярно проводятся подобного характера мероприятия. Недавно были выставки Шишкина, были Третьяковская галерея, сегодня Эрмитаж. Какие планы вообще вот с российскими музеями? И собираетесь ли взаимодействовать с нами, с нашими, допустим, восточными партнерами? Мы взаимодействуем с Владивостоком, с Улан-Удэ. У нас соглашения подписаны с этими музеями. Так, в прошлом году была большая выставка современного искусства Якутии, называлась «В ауре космоса» по одноименному полотну Афанасия Осипова. Эта картина была таким центральным экспонатом выставки. До этого мы ездили в Татарстан, и в Казани показывали большую выставку современного изобразительного искусства Якутии «Аталанхок. Пространство творчества». Конечно, это говоря, я рассказывала про наши взаимоотношения, да, с музеями, вот сказали, из Востока, да? Мгм. Вот, ну, планы большие, как сказать, надо мечтать, И воплощать. действовать вперед. Например, мы планируем привести выставку Айвазовского. Ух ты. Вот, да, это на уровне сейчас уже переговоров идет, Мгм. и согласие уже получено. У вас сегодня с собой буклет. Вот расскажите, пожалуйста, что... Да, это такое? достаточно такой подробный каталог. Специально мы подготовили к открытию выставки, где представлены, ну, и где расширенные аннотации идут каждому произведению, представленному на экспозиции «Часы и эпоха». Это вот та самая панорама, про которую вы говорили, Да, панорама да, Санкт-Петербурга. да. Насколько я понимаю, все представленные в буклете иллюстрации, они будут уже, Да. их можно будет на стенах Да. НХМ видеть. Это после будут Шаляпина. подлинные произведения XVIII века, которые рассказывают историю нашей большой страны. Мгм.
Влада Владиславовна, я уверен, что в ближайшее время большой поток желающих придет в НХМ, чтобы посмотреть это уже воочию. Самый главный вопрос: сколько будет длиться выставка, где можно будет посмотреть более подробную информацию, и самое главное — стоимость. Так, значит, с 25 октября по 20 ноября будет выставка в Якутске. Вся информация по дням Эрмитажа, по лекциям и по VR-кинотеатру у нас размещена на официальном сайте Национального художественного музея. Вы наберете в интернете, обязательно он выйдет. Также в госпабликах, ВКонтакте, в Телеграм. Пожалуйста, подписывайтесь. По ценовой политике, кто посещал, например, выставку Шишкина, вот точно такие же цены. Ну, в районе 300 рублей посещения. А Ну, с Пушкинская карта? экскурсией, конечно, там дополнительно А будет. Пушкинская карта? Пушкинская карта работает. Работает. Да. Отлично. Влада Владиславовна, в завершении. Мы сегодня поговорили про 95-летие, кратко обозначили в начале. Какие планы у музея на следующий год? Ну, я уже сказала Помимо ранее, да, Айвазовского, да. что мы планируем все-таки привести Айвазовского, и сейчас идут переговоры, и, в принципе, достаточно успешно. Ну, загадывать вперед, конечно, очень сложно, но мы работаем. Для нас, как главной такой национальной художественной сокровищницы, стоит большая задача знакомства российского зрителя с искусством Якутии. А нам есть что показать. У нас прекрасные художники, и об этом говорят сотрудники и Третьяковской галереи, и все остальные искусствоведы, музейные сотрудники, которые приезжают из других регионов. Поэтому нам есть что показать и есть чем гордиться. Ну, я думаю, что это действительно главное и важное. Уверен, что «Часы и эпоха» соберет большое число и зрителей, и положительных отзывов, и посетителей. Влада Владиславовна, спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Вам спасибо. Ну, я напомню, это было актуальное интервью. До новых встреч.